На 1 января 1945 года общее количество населения Удмуртской АССР составляло 1 миллион 8 629 человек, из них городского около 400 тысяч. Как и вся страна, республика с нетерпением ожидала окончания войны. В 1945 году, когда уже было ясно, что фашистская Германия скоро будет разгромлена, тем не менее бои не прекращались каждый день, и даже в мае 1945 года, уже после того, как Берлин пал, был взят Рейхстаг 2 мая, все равно ожесточенные бои продолжались на территории Германии, в Берлине и на территории других стран Европы, захваченных фашистами. И в этих боях, в том числе, активно участвовали и наши земляки-уроженцы Удмуртии, и целые подразделения. 8 мая победоносно завершена Берлинская наступательная операция. Частям и соединениям, штурмовавшим столицу противника, присвоено наименование «Берлинские». 313-я Петрозаводская дивизия, ее бойцы дошли с боями до Берлина и в мае 1945 года расписались на Рейхстаге, захваченном нашими бойцами и командирами. День Победы 9 мая был объявлен нерабочим. За несколько часов города и села принарядились, приняли праздничный вид. На фасадах зданий появились красные флаги и огромные портреты Сталина, руководителей партии, героев Советского Союза. Повсюду царили радость и всеобщее ликование. Была атмосфера праздника, произошли многотысячные, многолюдные демонстрации. В основном это были заводские демонстрации, рабочие Шталь-завода, Ижевского машиностроительного завода. Выходили на митинги на территории своих предприятий. За мужество, отвагу и доблесть, проявленные в боях против немецко-фашистских захватчиков, свыше 60 тысяч воинов, уроженцев Удмуртии, награждены орденами и медалями СССР. Около 100 нашим землякам присвоено звание Героя Советского Союза. 2000 передовиков промышленности, сельского хозяйства и культурного строительства получили ордена и медали Советского Союза. Около 377 тысяч медалей за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. 24 июня лучшие представители республики торжественно маршировали на параде Победы в Москве. В Удмуртии, от нашего региона, в первом параде Победы участвовали и женщины, и мужчины, многие наши земляки, более 50 человек. В парадном строю в составе колонн Героев Советского Союза пришли, например, наши знаменитые летчики Евгений Максимович Курцев, единственный уроженец Ижевска, дважды Герой Советского Союза, летчик-штурмовик в том числе. А также в историческом параде Победы участвовали и наши земляки-полководцы. Например, единственный маршал авиации, уроженец Удмуртии Федор Яковлевич Фалалеев. Были и среди наших земляков такие участники войны, которые были приглашены на следующий день после парада Победы на такой закрытый торжественный прием в честь участников парада лично в Кремле. При участии Иосифа Сталина сохранились даже документы об одном из них. Это полковник Николай Алешкин. В годы Великой Отечественной войны он командовал противотанковым полком в составе знаменитой дивизии имени генерала Панфилова. В ноябре Удмуртия торжественно отметила 25-летие своей автономии. Хотите знать больше? Оставайтесь с проектом про 100 лет Удмуртии.